Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События, от которых перехватит дух. Что же такое невероятное произойдет с вами в самое ближайшее время? Самое ближайшее время загадайте самостоятельно. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Смотрите, какой худой слон, но с таким огромным хоботом с левой стороны, и хобот поднял вверх. А здесь, смотрите, у вас то ли аист, то ли фламинго, то ли страус даже, может быть. Жукав поймал. Ну, действительно, очень интересное событие. Давайте начнем с этого слона. Кто смотрит меня давно, тот знает, что слон – это знак материального благополучия. У вас он худой, у вас он вышел с левой стороны. А это значит, что вы на что-то не рассчитываете, о чем-то не думаете, но чем-то занимаетесь. Занимаетесь по наитию, занимаетесь по привычке. Либо, знаете, вас кто-то попросил, да, и вы думаете, будь что будет. Ну, попробую, ну, позанимаюсь, ну, поработаю, ну, сделаю что-нибудь. В конце концов, там, лотерейный билетик куплю. Да? И смотрите, слон этот худой, да, вы не думаете, что это принесет вам прибыль, либо какие-то деньги принесет. Да? С каким огромным хоботом. Это не хобот, это удав какой-то, это анаконда. Да? Смотрите, как вверх поднял хобот свой. То есть неожиданно какое-то пустое дело, на ваш взгляд, на ваш вкус, пустое дело принесет вам очень хорошую сумму, да, хорошую прибыль принесет. И, конечно же, перехватит дух, потому что вы просто обалдеете, вы скажете, ну надо же, ну вот кто бы мог подумать, вот за компанию, да, за компанию что-то делаю, либо просто там решила кого-то заменить, подменить, и тут такие деньги, ну красота, красота. Отлично, просто отлично. Случайным образом для вас, именно там, где вы не думаете заработать, там и будет хорошая сумма денег. Так, давайте разбираться с этой птичкой. Да? Птичка все-таки, крупная птичка, жуков поймала. Жуками обычно показывают тоже какие-то возможности, причем возможности, которые, знаете, как говорят, выпадают раз в жизни. Да? Раз в жизни. Что-то прям невероятно крутое, невероятно чудесное, полезное и меняющее жизнь и судьбу. Вас показали птицей. Не зря вас показали птицей. Птица, она ведь не только по земле ходит, да, либо она не только летает. То есть она и плавать может, и летать, и по земле ходить, и, извините, между землей и небом находиться, да, на дереве сидеть, грубо говоря. То есть у птицы большая вариабельность существования. Люди, например, лишены возможности летать, да, в отличие от птиц. Какие-нибудь там животные лишены возможности ходить, понимаете? То есть у птицы больше всего вариантов, вот как ей жить, функционировать. Вас именно показали птицы. Это говорит о том, что у вас развяжутся руки. Вы сможете себя реализовать, либо для себя получить, ну, грубо говоря, все на свете. У вас идет такая пора, когда вам будут предлагать, да, хочешь с земли возьми, хочешь с дерева там сними, хочешь вон в облачка полети, там возьми, да, хочешь вон по воде поплавай, там найди. Понимаете, вот выбор, идет такой колоссальный перед вами выбор. Но вы, мои хорошие, будете выбирать, как знаете, наотмашь, да, будь что будет. Там, первое попавшееся, вот просто пальцем в небо буду тыкать. И поймаете этого крутого жука, прям целый скоробей вышел.
Это даже не просто материальное благо, богатство. Это не какая-то крутая работа, либо хороший бизнес. Это что-то, вот знаете, все в совокупности. И у меня нет таких слов, чтобы я могла вам это объяснить. Это как счастливый билетик в жизни, да? Это как сорвать джекпот, понимаете? Вот такая идет ситуация. Случайный ваш выбор, случайно, абсолютно, даже задумываться не будете. Просто вот так ткнул и все. Да будь что будет, глаза закрыла, такая. Выбираю вот то, правое, там, в углу. И вы обалдеете, когда вы поймете, что за выбор вы сделали, либо что вы себе выбрали. Просто вам завидовать будут. Смотрите, там люди смотрят на вас, думают, боже, ну надо же, ну как так? Я тут, извините себе, 5-ю точку рву во всех местах. Стараюсь, там, учусь, что-то делаю, кого-то там подкупаю, еще что-то делаю. А она вот просто пришла и большой куш сорвала. Ну как это может быть? Да? Как это может быть? Здесь даже люди могут вам высказывать это. Высказывать, правда? Из зависти, из злобы могут прям подходить и в лицо говорить, что вот тебе не по праву это досталось, либо ты там откажись, да, откажись в мою пользу, потому что ты не знаешь, как этим пользоваться, да, зачем тебе это все. А вы не отказываетесь. Вы таких людей сразу на 3 буквы посылаете. Посылайте и даже вообще не общайтесь. И от выбора своего не отказывайтесь. Девочки, этот выбор будет обеспечивать вас, ну, девочки, мужчины, кто меня смотрит, выбор вас будет обеспечивать долгие годы, а кого-то даже десятилетия. Понимаете? Вот удачненько вы выбор сделаете. Врагам на погибель, себе на славу, да? Но имейте в виду, вы столкнетесь с хейтом, вы столкнетесь с очень серьезным потоком злобы и зависти в свой адрес. Что вы можете сделать? Защиту на себя поставить, приобрести оберег, либо сделать своими руками. Оберегом может быть что угодно, даже псалом, который вы напишете своей рукой. Я уже много раз говорила, ну, повторю еще раз, да, мне не лень. 90-й псалом живой помощи. Своей рукой на чистом листе бумаги написанный творить чудеса. Вот, но его нужно носить с собой, либо в своих личных вещах. Действует лучше, чем любой оберег. И совершенно, как говорится, бесплатно. Ну что, за белую бумажечку вы заплатите только деньги, да? Все. Не ленитесь, не брезгуйте такими способами защиты. Поверьте, они будут вам служить долго и верно. Защищайте себя и ни на кого не обращайте внимания. Вам нужно жить. И жить лучше, чем другие. А эти пусть бесятся, пусть от своей зависти сами же и потравятся. Не смотрите ни на кого и не слушайте. И еще хочу предупредить, даже в семье, даже самый близкий человек тоже может позавидовать. Не принимайте близко к сердцу. Зависть такая мерзкая штука, которая блокирует мозг и отравляет душу. Люди слабые бороться с этим не могут. Просто не принимайте близко к сердцу. Это не значит, что вы должны отказаться от этого человека. Вы просто должны не обращать на это внимания. Человек посидит, позавидует, подумает и скажет, ну мы же вместе, да, мы же одна семья, значит, а что я завидую? Завидовать нечему, это все наше, это все общее. Вот так, мои хорошие, сорвете вы большой куш. Случайный выбор приведет к невероятным результатам. Так, еще какая-то то ли поездка, то ли чей-то приезд, да, и так может отыграться. Поездка головокружительная, очень интересная, очень насыщенная, познавательная, веселая, такая, знаете, вот прям в кайф вам идет. Может быть, вы что-то увидите, там природа красивая, да, там в осенней поре. Может быть, вы где-то живете в каких-то вот красивых местах, где есть горы, леса, не знаю, там моря, океаны. Что-то прям такое увидите, и дух перехватит. Скажете, боже, какая красота, вот как же мне здесь хорошо, как приятно. Вы очень сильно поправите свою энергетику, вот именно на природе. А у кого-то отыграется, что чей-то приезд, и вы этого человека ждете, например, да, идете встречать, человек там выходит из поезда, либо там, выходит из аэропорта, там, с автобуса, не знаю, с машины выходит, и вы чувствуете, что вас дух перехватывает, да? Вот радость, что человек приехал. Просто замечательно. Счастливые моменты идут именно по этой поездке. Так, дальше. Еще одно событие связано
связано с какой-то тайной, с какой-то интригой, с каким-то секретом. Не могу сказать, насколько это релевантно к вам, но, знаете, вот то состояние, когда вот интрига, она настолько накаляется, настолько, да, либо вы, например, чужой секрет, что-то подслушали, что-то случайно увидели, да, чужое, например, не свое. И вот такое странное смешанное чувство, да, интереса, азарта и в то же время смущения. Вот о ком-то что-то вы узнаете, либо кого-то вы где-то увидите и скажете: ах ты, да, либо ну надо же, да. Не могу сказать, что конкретно вы увидите, но это очень щекотливая тема, и вы станете обладателем какой-то очень секретной информации, либо свидетелем каких-то действий, которые люди пытаются прятать и скрывать. Мои хорошие, не знаю, как вы будете использовать эту информацию, но я вижу, что это может принести вам какую-то выгоду, если вы правильно будете, например, пользоваться этой информацией. Типа шантажа, наверное, какого-то. Шантажа, либо какие-то услуги в обмен на молчание. Да? Не хочу вас плохому, конечно, учить, но вот вижу, что щекотливая тема очень. Вы случайный свидетель, вы случайно увидели, узнали, и вы можете свою выгоду от этого получить. Например, вы узнали, что ваш начальник спит с секретаршей, да? И ваш же начальник может вас повысить, чтобы вы, например, об этом не говорили, либо выписать вам внеочередную премию, либо отпуск вам дать в какое-нибудь классное время для вас, либо улучшить ваше место работы. Да? Может. Вот. Вы тоненько так намекаете, и человек говорит: хорошо, конечно, будем делать. Либо, например, вы узнали, что ваша свекровь симулирует тяжелое состояние, да, какую-нибудь сложную болезнь. Вот. И вы так намекаете, да, что вы об этом знаете. И может же ваша свекровь вести себя лучше, меньше с вами ругаться, меньше критиковать, больше, например, помогать, да, реже приходить к вам домой. Может, конечно. То есть, понимаете, эту ситуацию с ней нужно поиграть. Взять из нее именно свою выгоду. Вот. Но самое главное, что это именно тот азарт и вот тот случай, да, который вам это все покажет и расскажет. Это будет очень интересно. Так, следующий момент. Здесь у меня 2 человека. Причем, смотрите, один человек падает, а второй его в последний момент прям за руку хватает. Падение это может быть в прямом смысле слова, падение может быть в моральном смысле слова, может быть даже в каком-то, например, проблема, ситуация, долг, знаете, как в сложный момент выручить. Вас кто-то за руку схватит. В момент вашего падения вас какой-то человек прям схватит за руку. При этом я вижу, что с этим человеком, это не друг ваш, не друг и не родственник. Это какой-то либо совершенно случайный человек, либо это человек, с кем у вас даже какие-то не очень хорошие отношения, натянутые отношения. И дух перехватит, скажете: надо же. То есть никто бы не мог подумать, что именно этот человек окажет мне помощь. А я думала, что мимо пройдет, да, либо что этот человек даже будет радоваться, если у меня какие-то неприятности. На этого человека вы по-другому посмотрите. Знаете, прям как зауважаете этого человека. Скажете: хороший человек на самом деле. Что-то я тут проблемы, да, с этим человеком перетираю. Да, зачем? С чего у нас конфликт произошел? Вы и помиритесь с этим человеком, и подружитесь с этим человеком. Будете весьма благодарны этому человеку. Все время будете об этом думать о том, как бы я поступила, да, будь я на месте этого человека. Помогла бы, либо мимо прошла, либо еще посидела посмотрела, как мучается, посмеялась бы. Да, будут такие мысли в вашей голове. И прям я вижу, перехватывает дух именно от уважения, да, что какой хороший человек, да, какой замечательный человек, чуткий человек. Очень сильно поменяются ваши и взаимоотношения, и ваше личное отношение к этому человеку. Прям в последний момент вас спасает, вам помогает. Опять же, ситуации могут быть разные. Не пугайтесь. Но здесь, знаете, как показывают, кто хороший человек, а кто плохой человек.
И вот человек, с кем вы, например, ссорились, ругались, окажется, что просто для вас готов, не знаю, там грудью вас закрыть, защитить и помочь. Ну так, мои хорошие. Так, ну и самый главный момент, похож на чудо. Чудо. Какая-то тупиковая, патовая ситуация, которая, знаете, как черный кубик, да, ни входа, ни выхода, просто рассыпется. Рассыпется, как будто бы и не было. Может быть, вы были прикованы к этой ситуации. Может быть, это была самая главная ваша головная боль по жизни. Но это может быть что угодно. Что угодно. Вы все разные. У каждого по-своему отыграется. Но это то, что тянуло вас вниз. Это то, что не давало вам покоя. Вы не могли расслабиться, вы об этом думали. Кто-то думает каждый день, кто-то периодически вспоминает, возвращается мыслями. Но это как заноза, понимаете? Заноза, которая побаливала. А у кого-то прям очень сильно болело. Ситуация просто рассосется, исчезнет и перестанет существовать. Как это произойдет? А я вам скажу. Произойдет по воле высших сил. Видите, в самом венце этой ситуации. Высшие силы вас просто освободят от нее. Освободят. Они всемогущие, они все могут. Даже если вы не просили, даже если вы не молились за это. Освободят. Просто рухнет и все. Рухнет, рассыпется на мелкие кусочки. И не будет этой занозы, не будет этой преграды, и не будет этой черноты. Все станет на свои места. Это случится очень резко. Резко, и вам, скорее всего, об этом сообщат. Да, сообщат, либо человек сообщит, либо, может, телефонный звоночек будет, либо какое-то сообщение. Вы, не то чтобы дух перехватит. Я не могу словами выразить то, что я вижу. Такое смешанное состояние, когда хочется плакать, но плакать от счастья. Вот, мои хорошие. Так, на этом у меня все. Берегите себя, мои хорошие. И пусть все то хорошее, что здесь показал песок, поскорее исполнится с вами в вашей жизни. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.